Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в местечке Якар. Это район Верхней Максаковки. Здесь мы строим вот такой большой, красивый, очень интересный дом параметрами 10 на 11,5. Посмотрите, как он шикарный. Основная часть дома 8 на 8, плюс вот такое крылечко. Спокойно заходим, да, открываем дверь и проходим в дом. Есть вот такой закрытый балкон и большая угловая терраса. Такой же дом мы строим сейчас в Витгорце. Вот мы уже на втором этаже. Давайте пробегусь, покажу наши узловые элементы, нашу короночку, наши пропилы. Ну и покажу параметры стен, например, горизонт. Пойдемте. И начну отсюда. Посмотрите, какая красота. Видите, вот цвет от карандашика? Это прекрасно. То есть пропил был сделан четко по карандашу. Каждый узловой элемент делается под карандашик. Представляете? Это шикарно. И это очень красиво. Когда дом строится под карандашик, когда представляете, как круто? И надо понимать, что это не циркулярка, не логбук, не ножовка ручная. Это бензопила, достаточно такой, со своим люфтом, такой, можно сказать, черновой инструмент, да, со своим люфтом, то есть люфт пилы, люфт цепи, мастерство руки самого плотника. То есть тут люфт должен быть. Но посмотрите, как у нас, как это прекрасно сделано. В этом есть некий перфекционизм, есть такая строительная красота. На ранних стадиях строительства, как только мы начали вот так вот строить, нас вообще хаяли. Почему вы так, строители хаяли? Почему вы так строите? Почему у вас нет зазоров? Почему слишком в притирку? Это понятно почему. Это сложно так работать, это профессионализм нужен. И это очень красиво. С точки зрения, вот если меня смотрят строители, ну согласитесь, это же круто. Но это ж есть в этом красота. Есть. Вот мы от этого тащимся. Я вообще кайфую, когда вот так вот сделано. Обратите внимание на джутовый ватин наш. Каждый узловой элемент, каждое соединение, вот даже вот приготовлен элемент, это джут прошитый, четкий, 6-8 миллиметров, широкий, прошитый. Вот уже так вставили заботливо, да. Когда будет соединение бруса, вот он будет здесь уложен. То есть он укладывается по всей длине пиломатериала, ну и в каждом стыковочном элементе. Пойдем дальше.
Нагиля укладывается возле каждого углового соединения и по длине примерно 1,20 м, 1,5 метра. Ну, примерно с таким шагом. Ну все, дело дошло. Вот посмотрите, каждый узел. Видите? Карандашик, все четко, все под карандашик, видите? Ай, красота, торцевой пропил, внутренние пропилы, все четко под карандаш. Это красиво. Это очень профессионально. Это очень красиво. Вот уровень, кстати, пришел. Четко? Четко? Идем дальше. Вот мастер, видите, замеряет. Основное орудие мастера — это не бензопила, молоток или топор, это карандаш. Видите? Сначала замеряем, потом пилим. Все под карандашик, все четко. Ну, давайте вот сюда положу. Брус не нагеле, брус не занагелен. Отклонение может быть, но давайте посмотрим. Четко. Ну, еще одну сторону давайте возьмем. Этот брус уже на нагелях. Я как вижу, на одном. Тоже все четко. И обратите внимание, на какие стены. Это брус первый, второй сорт. Приятный, аккуратный, эстетически такой приятный очень. Красота. Красота. Плюс мы его еще строгаем и делаем фаски. Вот за моей спиной слышу звук. Рубанка. Посмотрите, как он красивый, гладкий получается. Брус гладкий получается с такими декоративными фасками. Но все равно, дорогие заказчики, он не идеальный. Он гладкий, приятный, рукой проведете, занос не соберете. Это да. Но для себя еще необходимо взять. Это для идеала. Это вот мой перфекционизм. Взять шлифмашинку или болгарку с лепестками. Сотка, 120. И по всему дому. Но в данном случае очень быстро все будет происходить. Пробежаться, чтобы стены были гладкие, идеальные. Это в любом случае придется делать, потому что выделяется смола с древесины. Перед покраской смолу надо убирать, потому что текстуры будут неровные. Ну как краску вы положите на смолу? То есть экстракты будут выходить. Надо слегка пробежаться. Плюс от рубанка микронеровности будут тоже, чтобы текстура была красивая, равномерная. Шлифанете и уже там что хотите. Масла, лаки, лазури. Вперед, красьте, красьте. Дело, господа, идет, и это радует. Если вам необходимо построить дом, баню, сделать отделку, черновую только, милости просим, с удовольствием это сделаем. Работать умеем, работаем качественно, ответственно, надежно, порядочно, с душой. Обращайтесь. Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Мы вас проконсультируем, все вам посчитаем, вы приценитесь. Ну, будем рады, если выберете нас для строительства дома вашей мечты. Все, до встречи. Мы будем вас ждать, до встречи на консультации. Мы ждем вас.